Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какое будущее готовят для вас высшие силы? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моей отсыпке. Посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, планах, мечтах, надеждах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какое будущее для меня готовят высшие силы? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какое будущее для вас готовят высшие силы. Так, ну, во-первых, здесь идет момент воссоединения. Два человека, которые поспорили, поссорились, которых разводили, на которых магичили. То есть здесь людей разлучали всеми возможными и невозможными способами. Тут прям как целая программа была, да, с планом действия, как бы вас друг от друга развести. Вы глубоко кармические люди. И ваш союз, он тоже идет кармический. Поэтому очень сложный, очень такой энергоемкий и очень переживательный. Здесь я вижу много было всего. И на сегодняшний момент я вижу, что два человека, которые друг от друга отвернулись, они все равно связаны одной дорогой. Вы как хотите, мои дорогие. Если вы в сложных отношениях, если вы расстались, но не можете забыть, если любимый человек поступил с вами плохо, здесь в любом случае с вами еще будет происходить история, совместная история, которая закончится именно принятием, прощением и обнулением, да, по всем неприятным моментам. Здесь как хотите. Здесь два человека, которые уже были в отношениях, они опять сойдутся и заново пойдут, ну, по линии жизни, вдвоем уже опять пойдут. Да, на сегодняшний день отвернуты друг от друга люди, но это не приговор. Все равно вам идти дальше вдвоем. Для тех, кто одинок, для тех, кто в принципе еще никого не встретил и кто отчаялся. Здесь два человека, вот опять же таки, да, вы и ваш, скажем, такой прячущийся мужчина, да, партнер, который прятался от вас. Вы все равно восстановитесь и вы все равно будете вместе. Знаете, так бывает. Кармические отношения, они же не просто так идут. Во-первых, мы проходим свою карму. Во-вторых, мы проходим кармические уроки. Разрубаем там 1001 кармический узел. Но при этом мы и учимся, мы растем, духовно растем, мы получаем свои плюсики. Душа заранее подписывается на то или иное воплощение. И то есть, прежде чем прийти в эту жизнь, ваши души уже знали, что их будет ждать. Для тех, кто сейчас не в отношениях и никак не может создать эти отношения, да, и думает, вот на мне там венец безбрачия, либо на мне еще какая-то там штука-дрюка, да, непонятная. Я скажу такую вещь, вот особенно если вы зашли на мою отсыпку. Здесь ваша душа, либо душа вашего партнера, понимая, что впереди будут кармические отношения, побаивается идти в эти отношения. Кармические отношения сложные, но это не всегда драма с печальным концом. Еще раз повторяю, я человек, который тоже находится в кармических отношениях уже более 12 лет. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Да, не сахар, да, и бывают моменты, когда хочется просто поставить огромную жирную точку. Но, понимаете, проходя эти отношения, я понимаю, что я расту и я приобретаю больше, чем бы я, например, могла бы приобрести, будучи там совершенно в другом браке, да, как бы моя карма могла вырасти. Поэтому, мои дорогие, не всегда это нас разрушает, и есть моменты, которые действительно нас переводят на новый уровень. Я вижу, что здесь восстановление идет. И если мужчина ваш будет возвращенцем, а такой вариант есть, то есть за ним могут люди стоять, то есть он уже где-то походил, поблукал, чего-то где-то у него не срослось, он многое передумал, он понял, что косячил, причем конкретно, какая вы ценная, какая вы замечательная. То есть мужчина придет в новом качестве. Да, он будет
где-то при своей позиции, да, вот, то есть полностью 100% не поменяется, но он будет более нежно к вам относиться, более бережно, и теперь он уже будет именно ценить вас. Погуляв и набив себе шишки, он действительно придет с открытым сердцем, с открытой душой и желанием выстраивать отношения. Этот мужчина уже хлебнул. Если вы думаете, что жизнь его была там вся в разгуле, в каком-то драйве, в удовольствиях, нет, это не так. И этот мужчина свое получил. И то, что он пережил, он, конечно же, скроет львиную долю этой информации, он скроет. Но тем не менее, вы должны понимать, что этот мужчина все уже понял и трезво оценивает ситуацию. Так, еще что вам приготовили? Вам приготовили на работе какой-то, я не знаю, новый путь, новое развитие, новое направление. Я вижу, что человек по этой отсыпке, он в работе становится мастером. Мастером своего дела. Вот видите, вы ручками что-то такое очень красивое делаете. За вами есть люди, которые вам что-то приносят, подносят, да, как-то вам подают. И над вами есть люди, которые вам что-то вот несут, ну как взамен дают, да, скорее всего, ваш труд, да, обменивают на деньги. То есть я вижу, что вы вырастете из того положения, в котором вы находились. Вы займете очень почетное место, может быть в офисе, может быть вы сами станете бизнес-вумен, либо бизнесменом, возможно будете фрилансером. То есть здесь человек явно мастер того дела, которое он делает. Ваше дело и важное, и нужное, и приносит удовольствие другим. Но вы почему-то в себе сомневаетесь. И судьба даст вам, ну, волшебный пендаль, вот извините, но назову его так. Я просто вижу, что как-то сгустятся тучи над вами, и вы поймете, что да, мне нужно расти, мне нужно работать, мне нужно развиваться. Я скажу вам такую вещь. Вот кто видит, тот видит. Да, вот у вас здесь жук скоробей, видите? Вот он, видите, с лапками такой, четко очень его видно. Это знак богатства. Богатство. У кого-то отыграется как миллионы, у кого-то отыграется, может быть, там миллиарды. Но богатство, оно ведь не только материальное, да, не только денежками, оно же еще и душевное. И будет у вас в жизни богатая жизнь, наполненная красками, наполненная энергией. В ней будет радуга, в ней будет счастье, в ней будет много людей, в ней будет достаток. Мои милые, да, я вижу, что вас трепало. Я вижу, что вот были люди, которые что-то вам там делали, на кого-то магичили, кого-то наоборот там всяческим образом там люди обижали, там и были и продавали вас недорого, и подставляли вас прям по самое не могу, и копали вам ямы, и всякие ловушки вам выстраивали. То есть я вижу, что вам досталось по жизни. И вы вот человек немножечко такой, ну, разочарованный на сегодняшний день, потому что непонятно, да, а как жить дальше? Я-то с душой, а ко мне, извините, попу показываю, да, вот такие люди к вам приходят. Но я вам скажу, что эти все люди, они вас кармически учили. Ничего прям сверхстрашного не случилось. Да, могло бы быть и хуже. Думайте об этом. Вспоминайте о тех людей, которые в раннем возрасте уходят из этого мира. Детей, которые рождаются с инвалидностью. Подумайте об этих людях, насколько им тяжело, да? Прежде чем, например, сокрушаться о своей жизни. Тем более впереди у вас идет большое богатство. Этот жук, вот он, видите, какой сидит, огромный жук, который говорит, что все будет хорошо. Мало того, здесь у вас елочка вышла. Елочка очень хороший знак. Елочка — это знак очень хорошего, стабильного здоровья. Когда у вас все под контролем, когда ваш организм работает словно часики, и вы чувствуете, вы видите, вы побеждаете вот такой вот, я не знаю, крокодил, что ли, какой-то. Елочка на крокодиле растет. То есть если у вас сейчас есть проблемы со здоровьем, если у вас есть недомогание, то вы их победите. Победите. Вот вам идет именно от высших сил такая мощная поддержка энергетическая, что вы сможете победить просто все вот хвори до боли, извините. Но вот так оно идет. Еще здесь у вас сердце идет. Сердце. Сердце, вот человек, видите? Человек сердце вам несет. Здесь 100% ситуация о том, что кто-то, кто вас сердечно обидел, обязательно у вас попросит прощения. Обязательно. Сколько бы лет ни прошло, человек появится и попросит прощения за то, что сделал. Потому что совесть этого человека замучала. А вам
а вам это прощение откроет дорогу в новую счастливую жизнь, в любовь откроет. Потому что вот что бы вы ни делали, я вижу, что вы на этого человека обижены. Обижены, и вас эта обида не отпускает, и вы прям вот, ну, как в болото вас засосало, да, и жизни вам это не дает. Надо отпустить этот момент, и сразу все наладится. Здесь вопрос, здесь какая-то тайна, которая касается вашей семьи, скорее всего, либо вашей семьи, либо семьи вашего любимого человека. Здесь тайна это будет вскрыта. Тайна очень какая-то хитрая, с двойным назначением. Я не могу понять, что, но там, знаете, может быть какое-то наследство от вас скрытое, может быть какие-то вещи, которые вы должны были, обязаны получить, да, от вас скрывали, вам не додавали. Либо кто-то, кого-то оклеветали и вам не давали информацию, вы о человеке дурно думали. То есть в любом случае эта тайна вскроется. Вскроется она, кстати, вот буквально там, не знаю, месяц-полтора. Конечно, будет шок. Шок будет достаточно глубокий, но тем не менее тайна вскроется, и вам это позволит, ну, прям выдохнуть, да, вот прям выдохнуть, а кто-то действительно на этом еще денежки получит, потому что от вас вот именно этот момент был скрыт. Так, еще новые люди войдут в вашу жизнь, но уже в другом качестве, в другом образе. То есть каких-то подлых, наглых людей, которые будут вами пользоваться как раньше, уже нет. Идут люди спокойные, идут люди уравновешенные, и люди идут не в формате учителей, да, вот учителя, кармические учителя, просто наши учителя, которые нас учат, это идут ученики. То есть вы уже будете кого-то учить, и кому-то вы будете помогать. Вот этот момент очень четко здесь идет. То есть если на вас раньше влияли другие люди, теперь вы будете вот этим источником влияния, да, вы будете влиять на других людей. То есть у вас новый статус по жизни появляется. Мои милые, как бы тут ни сложилось, для меня очень важны это 3 аспекта. Первый аспект — это вот этот скоробей, который обещает богатую жизнь для вас, обеспеченную, комфорт, уют и все вытекающее. Вот этот, когда 2 человека соединяются, объединяются одним путем, идут, и над ним общий очаг. И вот эта елка, которая обещает крепкое здоровье. Кстати, вот эта смена вектора тоже очень хороший знак, который говорит о том, что действительно статус ваш поменяется. И уже вы будете действительно смотреть на тех, кто просится в ваши друзья, вы будете либо их принимать, либо отказывать. И опять же таки, друзья, это будут ваши ученики. Вы будете своим примером, своими наставлениями помогать другим людям. Мои дорогие, на этом отсыпочка моя закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.